Здравствуйте, я Медетова Гульзада Илюбаевна, учитель начальных классов общеобразовательной школы номер 20 имени Турар Рыскулова. Предлагаю вашему вниманию урок естествознания, тема «Как появляется тень». Урок предназначен для третьего класса. Цели обучения – объяснить причины возникновения и особенности тени. Критерии оценивания. Обучающиеся называют причины возникновения тени. Свой урок я хочу начать со стихотворения Владимира Ивановича Даля «Тень». За мною всюду в ясный день идет моя подруга тень. Я ей машу «Привет, привет!» и машет мне она в ответ. А в хмурый день хожу одна. Ну где же прячется она? Вашему вниманию предлагаю мультфильм. Так. Свет распространяется волнами? Странно, словно вода на море. А что, нужно это запомнить. Говорят же, в нашей комнате море света. Тетушка Матильда. Так, да подожди, Зубок сейчас страничку дочитает. Тетушка Матильда, ждать нельзя. Ну почему ты так взволнован? Тетушка Матильда, кто-то живет в нашем чулане. Ну кто там может жить, Зубок? Там только старые вещи да ненужные игрушки хранятся. Там кто-то живет, я видел. Ой, да не может этого быть. Может. Я пошел в чулан за старым мячиком, открываю дверь. Так. И прямо перед собой вижу его. Кого, Зубок? Да я и сам не понял. Он такой темный и большой. Стоит прямо передо мной. Ох, как я испугался. Так, что-то я ничего не понимаю. Кто мог забраться к нам в чулан? Пойдем, Зубок, разберемся. Ну-ка, кто детей пугает, кто пришел в избушку к нам? Он сейчас меня узнает, я в обиду их не дам. Ой, вот, их теперь двое. Зубок, я никого не вижу. Да вот они, двое. Ах, вот оно что. Ой, ну ты и насмешил меня. Я все поняла. Это тени. Наши тени тебя так напугали. Ой, да я их раньше не видел. Зубок, пойдем обратно в комнату, и я расскажу тебе, откуда берутся тени. Хорошо. Пойдем. Ой. Итак, Зубок, сначала я расскажу тебе, что такое свет. Да это я и так знаю. Свет бывает от солнышка, от электрической лампочки, от свечи тоже бывает. Правильно, Зубок. Свет – это видимые лучи особой энергии, которую распространяют разные источники света. Например, электрическая лампочка или свеча. Ну, это понятно, что видимые. Мы без света бы ничего не увидели. Особенно в чулане. Световые лучи распространяются, пока не встретят на своем пути какие-нибудь предметы. Посмотри. Лучи света проходят только сквозь прозрачные предметы, а за непрозрачными предметами образуется темное пятно. Это пятно и есть тень предмета. Вот силуэт нашей бабочки. Вот здорово! Значит, там в чулане были наши тени. Да, потому что за нами светила электрическая лампочка. Она и давала свет. А свет, он не может пройти сквозь нас. Ну, конечно, не может. Так же, как и через эту бабочку. Ой, интересно. Значит, теней можно не бояться. Ведь это мы и есть. Не будешь ничего бояться, милый друг. Ни дома, ни в чулане в темноте. Просмотрев мультфильм, можно сказать, свет распространяется лучами. Если луч света попадает на непрозрачный предмет, то позади него возникает неосвещенное пятно. Оно и называется тенью. Тень – это область пространства, в которую свет не попадает. Если бы лучи света не были прямыми, то тень могла бы не образоваться. Сделаем вывод. Свет движется по прямой линии, он не может огибать предметы, не может проникать через какой-либо предмет,
Если свет не может проникнуть через какой-либо предмет, то появляется тень от такого предмета. Прямолинейность светового луча. Свет движется по прямой. Он не может огибать предметы, поэтому позади предметов, которые встречаются на его пути, возникают тени. Если бы свет распространялся не прямолинейно и луч не был бы прямой линией, то тень могла бы не образоваться. Если между глазом и каким-нибудь предметом, источником света, поместить непрозрачный предмет, то источник света мы не увидим. Объясняется это тем, что свет распространяется по прямым линиям. Что общего между этими рисунками? Чем они различаются? Прозрачная вода пропускает свет. Тени лежат на воде в случае, где есть у нас пеликаны. В этом водоеме вода непрозрачная. Выполним исследование. Длина тени зависит от высоты источника света. Попробуем это доказать. Положите на стол лист бумаги. Карандашом нарисуйте на листке крестик. Это место для фигурки. Поставьте игрушку на крестик. Посветите фонариком на фигурку сверху и отметьте линии на листке. А теперь опустите фонарик, чтобы он располагался ближе к листу, и отметьте новую границу тени. Уберите фигурку и сравните две полученные линии. Линии оказались разной длины. Как вы думаете, почему? Длина тени зависит от направления и угла распространения светового луча. Как вы видите на этом рисунке. Более низкий источник света дает более длинную тень. А если источник света расположен высоко, то тень будет короче. Размер тени зависит от расстояния между предметом и источником света. Если тело находится близко к источнику света, то его тень короткая, а чем дальше от него тень, тем длиннее. Когда источник света распространяется на большой участок, контуры тени расплываются. Когда источник света частично виден, то значит область полутени возникает. Если нет света, то нет и тени. Прежде чем выполнить задание, вам необходимо будет по мере выполнения задания заполнять лист самооценивания. В данный момент сейчас вы выполните 2 задания. 3, 4, 5 – это будут вопросы. Правильно отвечая, вы ставите плюс. Если вы не выполняете, ставите минус. В итоге вы подсчитываете, сколько баллов вы набрали за урок. Первое задание. Как образуется тень? Это нужно записать. Второе задание. Отметить галочкой тень зайчика. Теперь вам нужно ответить на 3 вопроса и также заполнить лист самооценивания 3, 4 заданием. Далее вывести итог. Когда вы можете наблюдать тень? В какое время суток тень может быть длинной, а когда короткой? Когда ты видишь свою тень, а когда нет? Отвечая на эти вопросы, вы заполняете лист самооценивания. Не забываем об этом. Теперь давайте вернемся к нашим целям. Цель обучения была такая: объяснить причины возникновения и особенности тени. Я думаю, цели урока достигнуты. Лучи света распространяются по прямой. Они могут огибать предметы, поэтому, когда лучи встречаются на своем пути преграду, сквозь которую не могут пройти с обратной стороны преграды, образуют тень.
Подведем итоги. Ответьте на вопросы. Что нового и интересного вы узнали для себя? Чего вы не знали до этого урока? Домашнее задание, страница 134-136. Необходимо будет прочитать и еще узнать для себя новое. Спасибо за урок.